высказался, сказал нам, что эти деньги не пойдут на дороги, эти деньги будут размыты в бюджете федерации, в бюджете региона. По каждому пункту объясню, мы всю неделю думали и улучшали, то есть вы должны сказать что-нибудь, пусть будет громко, пусть будет это у стен главного здания нашего города, нашей Кировской области. Как сказал Никита Юрьевич, город Киров, дороги города Кирова – это лицо Кировской области. Простите, Никита Юрьевич, но это не лицо, это другая часть тела. Всем надоело просто постоянно делать подвеску, постоянно делать колеса, постоянно ругаться, так скажем. Но не без этого, в любом случае. Хотя бы что-то мы делаем, стараемся, пытаемся. Вот. Если ничего не делать, то будет еще хуже. Если мне память не изменяет, 284 тысячи автолюбителей. Вот сегодня присутствует очень небольшая часть тех людей. И, наверное, вся остальная часть, она тоже поддерживает нас, хотя нас меньшинство на сегодняшний день. Каждый день езжу, дороги безобразные, бампера трещат, так и думаешь, что колесо сейчас пробьешь или бампер отвалится. Накопилось уже много, не могла просто не прийти, проигнорировать, даже пришла с маленьким ребенком, не с кем оставить, потому что такое мероприятие нужно поддерживать массово. Если мы будем выходить, по крайней мере, может быть, будет какой-то результат, потому что ездить... Вчера ездила в Костино, пробка из-за того, что люди передвигаются 5 километров в час, там дорог просто нет. Акция «Делай дороги» 10 лет назад начиналась как раз с надписи на лобовом стекле моей машины. Прошло 10 лет. Что с дорогами? Вижу наиболее рациональным и эффективным для того, чтобы обеспечить контроль выполнения дорожных работ. Потому что когда мы с вами, ребят, едем, смотрим, как дорожники сыплят асфальт в лужи, мы в недоумении где-то там в соцсетях это все вывешиваем, но реально никто за это несет не ответственность. Точно так же, как в тех же соцсетях на сегодняшний день можно прочитать: никакого кризиса нет, они просто тырят наши деньги. Вот именно в этих словах, я думаю, что и есть суть того процесса, который происходит на всех этапах власти. Нам нужно почаще приглашать Путина, Медведева, ну или кого-то из их свиты высокопоставленных. Потому что в тех городах, куда они часто заглядывают, идеальные дороги. То, что происходит с дорогами, те люди, которые принимают эти решения, о движении этих денег туда-сюда, переводят миллиарды туда-сюда, принимают решения, мы не видим результата ни в области, ни в городе, нигде. То есть, выражаясь простым языком, это воровство. Людей, которые этим занимаются, это воры. Они воруют наши с вами деньги. Так или иначе, или косвенно, это не важно. Мы по факту все с вами видим, что дорог нет. И ситуация ухудшается с каждым годом. У нас тренд в стране, мы много раз слышали с Первого канала, как говорят, открытые данные, открытая информация. Так вот пусть она будет открытая. На самом деле, вот все то, что мы предлагаем сегодня, вот ребята, да, это очень хорошее предложение, но они при сегодняшней ситуации не будут работать. Значит, основная задача стоит в том, что мы, если мы говорим, что глава города не справляется с городом, не справляется с требованием граждан, которые тут живут, город находится в дерьме и в говне, по-русски говоря, нет ни дорог, не работают там, не отремонтированы школы, садики, происходит полное безобразие, то основное требование должно быть какое в первую очередь? Отставка такого главы, который не может обеспечить кировчанам именно то, что они хотят видеть со своим городом. Да? Все остальное это уже надо обращаться к новому назначенному главе города. Для того, чтобы изменить сегодня ситуацию по главе города, то понятно, что мы 300-400 человеками эту проблему не решим. То для того, чтобы решить проблему с головы, и то, что сегодня мы говорим, что за 9 лет себя глава города не проявил, к сожалению, в хорошем смысле, только в плохом, да, все парки у нас забрал, значит, город довел до такого состояния, то требование основное, это, конечно, отставка главы города, потому что он не справился со своей работой. И я думаю, что это понимает 99%. То если мы сегодня, допустим, 25-30 тысяч кировчан приходим в городскую администрацию и говорим, что наше одно требование – отставка плохого главы города, то в данном случае это основная цель и задача. Это не свержение власти, это требование кировчан к тому, что их не устраивает сегодня та жизнь, в которой они живут.